Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Недавно из города Ростов-на-Дону вернулась бригада якутских врачей. Они выезжали в командировку в военный госпиталь для оказания дополнительной помощи участникам специальной военной операции. Среди врачей в военном госпитале работала и гостья нашей студии Елена Мордосова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про свою командировку в военный госпиталь. Какие еще врачи вошли в бригаду и как были распределены обязанности? Я была командирована в Ростовский военный госпиталь приказом Минздрава по распоряжению правительства Якутии для организации взаимодействия между военными госпиталями и ранеными участниками СВО и их семьями. Кроме меня в состав полипрофильной медицинской бригады входили 2 хирурга, анестезиолог, руководитель нашей группы, медбрат. Каждый врач был закреплен за профильным отделением. С 8 утра до 4 дня мы оказывали практическую помощь врачам. Во все последующее время мы занимались поиском наших раненых, которые находились в ростовском госпитале. Но буквально через неделю, благодаря работе нашего руководителя группы, были организованы суточные дежурства в приемном покое госпиталя, что дало нам возможность находиться при поступлении раненых круглосуточно. Это значительно увеличило эффективность поиска, и мы практически никого из земляков не пропускали. В приемном покое мы занимались осмотром раненых, принимали участие в сортировке медицинской, заполняли медицинскую документацию, оказывали волонтерскую помощь. А в выходные дни я ходила в отделение неотложной хирургии и ассистировала хирургам на малых операциях и перевязках. В составе бригады вы помогали по своему профилю в лечении и реабилитации раненых военнослужащих из Якутии. А с какими жалобами чаще всего обращались? Полноценную реабилитацию в условиях госпиталя было провести очень трудно в связи с краткостью пребывания там раненых. В основном на тот момент они нуждались в неотложной хирургической помощи, но присутствие своих врачей оказывало благотворное влияние на их эмоциональное состояние. Такой искренней благодарности не встретишь в гражданской жизни. Они были очень довольны тем, что якутские врачи присутствовали в госпитале Ростова, рассказывали об этом друг другу, звонили родным, друзьям. Их мамы звонили и просили сфотографироваться с якутскими врачами, ждали фотографии. Это было все очень трогательно и обоюдно помогало справляться с трудностями. Как сказал один местный травматолог, война – это эпидемия травмы. И, естественно, основные жалобы – это на боли в месте раны, в месте травмы, ограничение движений. Но все буквально раненые отмечали, что у них имеется нарушение сна. А какую помощь вы им оказывали? Мы не могли вмешиваться в лечебный процесс, поэтому наша помощь носила рекомендательный характер. Мы объясняли раненым их состояние, профилактику возможных осложнений, необходимость медицинской реабилитации, оказывали им моральную поддержку, помогали связываться с родственниками и с волонтерами для решения каких-то социальных вопросов. Вообще в госпитале очень обостряется пациент-ориентированность. Первое, что я сделала там, это выучила расположение всех корпусов и отделений, потому что очень часто обращались раненые с просьбами объяснить, где какое отделение находится, а на мне медицинский халат. Я не могу позволить себе сказать, я не знаю. Поэтому приходилось и объяснять, и провожать. В приемном покое мы следили за соматическим состоянием носилочных больных. При внезапном кровотечении извещали хирурга, обезболивали раненых. Все это требовало постоянной концентрации. Кроме того, в приемном покое работала очень большая бригада волонтеров, включая и священнослужителей. И между поступлениями раненых мы помогали им готовиться к новой партии поступления. Помогали накрывать на столы, разливать напитки, приготавливать какую-то пищу. Без дела никто не сидел. А как вы работали над поднятием духа бойцов для придания им сил идти вперед? А мне не нужно было работать над этим. У меня на медицинском костюме сзади большими буквами было написано «Сахасире». Это давало нашим раненым понять, что они не одни.
Это заметно снижало эмоциональную напряженность, растерянность, придавало чувство уверенности. По их глазам было видно, что они чувствуют поддержку с Родины. Медицинское учреждение, где вы работали, расположено рядом с зоной СВО, откуда и поступали раненые бойцы. Как вы сами преодолели свой страх? А страха не было. Было волнение, когда я дома смотрела на карту и осознавала, насколько близко я буду работать к зоне проведения специальной военной операции. А уже в Донецке такого чувства не было. Город живет обычной жизнью, работают магазины, проводят концерты, люди спешат по своим делам. Даже не верится, что где-то рядом идут кровопролитные бои. А в госпитале нужно быть внимательной, собранной, многозадачной. Страшно, когда ты смотришь со стороны. А когда ты принимаешь непосредственное участие, рефлексировать некогда. Наверное, вы работали на условиях секретности? Мы не подписывали никаких документов по поводу неразглашения, но каждый из нас понимал, что раскрывать информацию нельзя. Повлияла ли эта поездка на ваше мировоззрение? Как вы думаете, какой жизненный опыт вы приобрели за это время? Ну, сейчас наступило такое время, когда каждый мирный житель сам определяет свою позицию. Каждый решает сам, где ему находиться и что ему делать. Работа в госпитале дала мне возможность увидеть, что путь военного очень труден и часто трагичен. Но самое главное, что у людей, попавших в зону военного конфликта, нет упаднического настроения. Они все с уверенностью заявляют о нашей победе и с оптимизмом смотрят в будущее. Я очень горжусь нашими солдатами, нашей республикой. Это большая честь для меня быть причастной к оказанию помощи участникам СВО и их семьям. А также благодаря своевременному принятию решения нашего главы республики о проведении медицинской реабилитации была организована очень хорошая медицинская реабилитация для военнослужащих. У нас уже есть некоторый опыт работы с ранеными, и мы четко представляем для себя, как должна выглядеть помощь, специализированная помощь для военнослужащих. А на ваш взгляд, вот кроме медицинской помощи, в чем еще нуждаются участники СВО? В моральной поддержке, в общении с земляками, чтобы семья поддерживала и была на связи постоянно. У них есть такая возможность, потому что при поступлении волонтеры сразу же начинают социальную работу, узнают, кому что не хватает из наших бойцов, обеспечивают сотовой связью, и они всегда на связи со своими родными. Это придает очень много сил. Как нам здесь, в Якутии, настраиваться на своих земляков? Мы должны их благодарить. В первую очередь мы должны понимать, что эти люди ценой своей жизни и здоровья обеспечивают нам привычные бытовые условия. Потому что мы здесь даже не представляем, что где-то идут боевые действия. Наши условия жизни никак не изменились. Но это только благодаря им, тому, что вот наши земляки там где-то на границе стоят и охраняют наш покой. В первую очередь мы должны быть им благодарны и высказывать свое уважение. Они должны это чувствовать. Нельзя обесценивать их подвиг ни в коем случае. А во-вторых, конечно, поддержка правительства достаточно значительна. И постоянная работа проводится для того, чтобы максимально сделать их жизнь комфортной и вернуть в привычную мирную жизнь. Работаете ли вы здесь с их родными? Лично мы не работаем, но ведется большая работа у Центра психологической поддержки. Они работают и с мамами, и с женами. Также они работают и с теми, кто, к сожалению, потерял членов своей семьи. А на что надо обращать внимание при такой работе? На эмоциональное состояние прежде всего, на настроение, на изменение поведения человека, на качество его сна, как он проводит свое свободное время. Даже на аппетит может о многом рассказать. Обращались ли к вам вернувшиеся участники СВО? Да, у нас был опыт работы с вернувшимися ребятами. Оказывалась медико-психологическая поддержка. Каков весь объем работы предстоит? Ну, об объемах судить трудно, потому что мы даже не знаем, какие объемы будут, с чем нам придется столкнуться.
Но у нас есть программа, мы на данный момент четко себе представляем, как будет проводиться психотерапевтическая работа. Елена Владимировна, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью» о психологической помощи участникам специальной военной операции. Мы поговорили сегодня. Оставайтесь с нами.